друзья, это очередной выпуск «Кто здесь власть?» И сегодня в гостях у нас Василий Дмитриевич Кудермеков. Василий Дмитриевич сейчас является элбашчи, председатель ТОС-ТОРГО регионального общественного движения «Курултай» в скобках съезд алтайского народа. Раньше он был депутатом Верховного Совета Автономной Республики, да? Или это был совет уже автономной Республика Алтай была. Республики Алтай. Это когда вот переходный период был. Да, и название республики мы утверждали. Там, и так далее. И вы еще были депутатом городского совета города Горно-Алтайска. Да. А сами вы откуда родом? Я родом из села Кырлык, Усть-Канского района. Оттуда. Коренной алтаец? Да, коренной. Родился на стоянке, вырос на стоянке. Вы прямо на стоянке родились? Не в роддоме? Не в роддоме. Хорошо. Мама нас всех родила дома. Не знал такую подробность. Скажите, вот мы с вами очень часто общаемся по различным вопросам, но так или иначе они касаются сферы работы вашей организации Курултай алтайского народа. Сейчас, я так понял, вы там главный человек. Ну, я председатель. У нас орган коллегиальный. Коллегиальный орган, но вы... Я председатель. Старше среди равных. Ну, понятно. Скажите, вот я, насколько знаю и пытаюсь следить, раньше существовало два Курултая. Вот, что это за история, когда народ вроде бы один, а Курултая два? Можете вкратце сказать? Да, это грустная история, конечно. У нас в одно время даже вот получалось так, что вот председателей правления несколько становилось. Ну, так-то история вот наших Курултаев начинается с 1997 года, когда первый Курултай алтайского народа состоялся в селе Ангудай. Ну и в зависимости от ситуации у нас вопрос проведения и существования работы Курултая алтайского народа, он актуализировался как бы сильно и зависело все время от политических ситуаций в Республике Алтай. Как бы нам власть ни говорила, не лезьте в политику, занимайтесь своими там традиционными такими культурными вопросами там обычаев, традиций там, и так далее. Но жизнь показывала, и сейчас показывает, что все эти наши традиционные, как они говорят, вопросы, их решение зависит от власти, от политики получается. Хоть что возьми, хоть образование, хоть алтайский язык там, и так далее. Все это зависит от отношения официальной власти, исполнительной, законодательной к этим вопросам. Даже взять вот тот же вопрос сохранения природы нашего Горного Алтая. Это опять от власти зависит. И поэтому мы понимаем, ну и вообще априори во всем мире же какая тенденция? Если власть хорошо работает, то в принципе общественности делать нечего. Общественность – это помощник власти выявлять какие-то нерешаемые вопросы или упущенные вопросы. И в нормальном обществе и общественность, и официальная власть должны находить как общий язык, помогать друг другу, делать жизнь людей просто лучше, комфортней. Вот наша общественная организация Курултай алтайского народа, у нас и в уставе написано, мы именно для решения вот этих всех наших вопросов нашего народа, естественно, эти вопросы мы собираемся решать только в диалоге с властью. Получается, что все вопросы, которые не решаются, они зависят только от власти? Ну, да, но если сказать, почему еще от власти зависит, и это не решается, и тут надо честно сказать, что еще зависит от гражданской активности общества. Насколько мы заставляем эту власть повернуться к этим вопросам, насколько мы требуем от своих депутатов, от глав поселений, села, района, с кем мы рядом живем, чтобы они именно повернулись к тем вопросам,
по сути дела, они в этих вопросах в этой местности сами живут. Но почему-то так складывается, что власть не всегда почему-то видит то, что у них под ногами, перед глазами, и приходится постоянно как бы подсказывать. Ну вот, насколько я понял из ваших слов, когда в 97 году начались вот эти тенденции сбора Курултая, видимо, была потребность алтайского народа в некоем объединении и трансляции своих идей, информации для органов власти от тех, от кого зависело решение тех или иных вопросов. Я так понимаю, изначально все-таки объединение по национальному признаку, оно для чего было задумано? То есть тогда что-то с национальным вопросом было не так? Или все было хорошо, но решили усилить какое-то направление? Зерно-то в чем было, когда зарождался вот этот Зерно Курултай? в том, что когда была советская власть, как-то вот эти все наши вопросы решались. И народ на самом деле, это как бы должны, я думаю, признать все, и оппоненты вот того строя советской власти там, и так далее, что наш народ не чувствовал себя каким-то обделенным или еще что-нибудь. Алтайцы были представлены во всех органах власти, Верховных Советах Российской Федерации, Советского Союза. То есть во всех органах алтайцы были представлены, и не было проблем по изучению своего родного языка. Я помню, в мое время мы учили до 7 класса, всего по-алтайски там и так далее. Не было проблем. Печатались учебники в достаточном количестве, так сказать. И потом, когда демократию у нас в стране объявили и все начали решать большинством голосов, мы, являясь меньшинством, даже у себя на родине и так далее, начали чувствовать, что по законам современным мы начали, так сказать, проигрывать в тех вопросах, где бы мы хотели, чтобы тот или иной вопрос был решен как бы справедливо с нашей точки зрения и с учетом нашего существования, так сказать, в мире и у себя на Алтае. И вот поэтому, чтобы как-то консолидированно как бы высказывать свою позицию, и наши земляки тоже, так сказать, и надо было с ними как-то работать, консолидировать их, и стал вопрос о необходимости вот создания такого Курултая, куда бы вошли представители всех районов, всех этносов. Ну, вы верно заметили, что решение многих вопросов и в то время, и сейчас зависело от позиции органа власти. Да. Как исполнительного, так и законодательного. Да. И вам предлагали не лезть в политику. Да. Не лезть постоянно. В политику. Постоянно. Вот я так понял, что все-таки появление второго Курултая, параллельного с вашим, это была реакция властей. Или это было что-то другое. Или это было совершенно спонтанное, независимо от вас, рождение такого же представительного органа, как и ваш. Что это было? Зачем появился второй Курултай? И для чего власти ему позволяли все, и помещения, и площадки, а вашему, там, скажем так, Курултаю, к которому вы себя относили, немного противодействовали? Власть всегда старается всем руководить, в том числе общественным движением, чтобы ему было комфортно существовать, там, вопросы решать. И во главе наших Курултаев начали именно своих протеже ставить, которые, так сказать, с этой нашей властью хорошо живут, или более того, даже выходцы с этой власти. Как тот же самый Юрий Васильевич Антарадонов, являясь первым заместителем, стал елбашчы алтайского народа. Вроде бы это на первый взгляд хорошо, как бы решаются вопросы вроде бы быстрее, но, как показала потом история, в главных принципиальных вопросах вот такие люди, которые назначаются во главе Курултая от власти,
принципиальных вопросах они сгинаются перед этой властью и предают интересы своего народа. Как тот же наш Юрий Васильевич, так сказать, он был избран сенатором в свое время. Мы были так рады, воодушевлены, что вот сейчас вот какие-то вопросы будут решаться, но потом, как в народе говорят, Юрий Васильевич продал это место сенатору. Ну, потом он стал сенатором, вот Сафину. Это был такой плевок в нашу сторону. Потом, например, также те депутаты или еще что-нибудь, которых из нашего народа по каким-то меркам избирала власть и продвигала, они вот на поверку не оправдывали вот тех надежд, которые мы на них возлагали. Как тот же, например, последний депутат Госдумы Букачаков Родион Борисович, который за 5 лет, когда он был депутатом Госдумы, ни одного слова не сказал. И это нам везде ставят в упрек, что типа толку-то от вас выбирать делегатов, товарищи алтайцы, когда вы, так сказать, продаетесь и подводите всю республику. Где-то вот этот упрек конкретно по некоторым людям, надо признать, есть такое. Получается, что вот эта поговорка, известная с древности, «разделяй и властвуй», она здесь, этот принцип тоже был задействован. Была такая попытка разделить алтайский народ от единого какого-то начала на части и тем самым ослабить влияние на власть. Точно так. Это именно разделяет и властвует, и такое же как бы состояние такое же у всего российского народа, когда народ поделен на бюджетников, на силовиков. И если раньше КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, была единоличной как бы правящей партией Советского Союза, но она, я вот до этого сказал, как-то так с народом разговаривала, работала, и представители нашего народа, простые работники, были представлены в органах власти. А сейчас вот наша такая же аналогичная, получается, партия создается, монстр «Единая Россия», они контролируют избрание, выдвижение делегатов также на уровне села, района, глав поселений. Даже вот такой, как говорится, такую карикатуру вспомнить, когда, например, глава района избирается того же Улаганского, Уськанского от КПРФ или с помощью КПРФ, потом этих людей вызывают сюда в аппарат главы Республики Алтай, через некоторое время эти люди из Компартии выходят, становятся членами Единой России, более того, возглавляют районное отделение Единой России и начинают понуждать своих же людей, строить их и, как говорится, проводить политику Единой России. Слушайте, так получается, что... Разделяет и властвует. Получается, правильно что вы те, кто говорите. сейчас не у власти, объединяются в какие-то коалиции, команды, чтобы просто в этой власти оказаться? Так что ли? Но... Такая вот социальный лифт через Курултай алтайского народа, критикуя власть, когда власть дает возможность приблизиться к себе, что происходит? Ну вот тоже тонко подмечено. Но аналогия тут не совсем правильная, потому что через Курултай алтайского народа вот таких фактов, чтобы он через Курултай прошел куда-то, потом всех своих предал и так далее, нету. Это пока касается, вот, правда, даже наши же представители алтайцы, вот именно в сфере официальной власти. Вот это пока мы чисты. Понятно. Вы стойкий оловянный солдатик? Ну да, и поэтому и в том положении, в котором находимся, долгое время находимся. Слушайте, ну вы так рассказываете, что вся машина современной власти, все, что есть, задействовано для того, чтобы вы не были Элбашчи. Нет, ну... А получается, что вы до сих пор Элбашчи, значит, это все не получается? Вы же до сих пор Элбашчи. Да. У вас, это коллегиальный орган.
И если власть так старается, почему вы до сих пор элбашчи? Судя по вашим словам, они уже должны были всех кого-то запугать, кого-то подкупить, кого-то поманить и с помощью лояльных делегатов переизбрать вас. Почему так долгие годы им не удается? Скажите секрет. Ну, тут секрет такой, что, в принципе, долгое время удавалось им с помощью создания именно второго параллельного чиновничьего, как у нас в народе говорят, Курултая, им это удавалось. Тот же Бердников Александр Васильевич, когда ситуация у них вышла из-под контроля, и чиновничий Елбашчы уже не имел влияния на народ, и они начали допускать грубые ляпсусы, так сказать, которые даже и власть иногда подводила и все прочее. Бердников мне говорил, вот типа, вот, Василий, там, что вам делить, сядьте под кедрой, там, распейте бутылку там и так далее, и договоритесь, мне, говорит, без разницы, с кем из вас работать, вы договоритесь там с кем-нибудь, там, чтобы один из вас шел. Но это, я считаю, что хитрый ход. Вот этот механизм был придуман нашим Антарадоновым. И вот, используя вот такую методу, прикидываясь дурачком, так сказать, они просто всю общественность алтайцев отодвигали в сторону, что как бы не с кем из них решать вопрос. А это не так. Проблемы своего народа поднимаем мы, и как бы с народом разговариваем мы, а вот эта ширма чиновничьего Курултая, так сказать, вот именно просто им как отговорка, чтобы просто нас отстранить. Но проблема еще в том, что наша современная жизнь показала, что и в Республике Алтай, что кто дружит с властью, у того грант, у того зарплата, у того дети обустроены, так сказать, учатся, работают, легче жить. И получилось так, что власть просто-напросто подкупила, прикормила вот этих представителей наших некоторых, которые, и их она выдвинула как бы от имени народа во власть, пользуясь своими рычагами. И вот те, которые как бы выдвинуты этой властью, уже придавливают своих же земляков там и так далее, вот типа терпите там и так далее. И это происходит по всей России. Вот при таком подходе легче живется малой толике нашего народа. А если сделать справедливый подход во всем, будет легче, лучше житься всему народу. Поэтому вот я вот, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к своим землякам, что давайте жить по справедливости. И во все органы власти, депутаты всех уровней там, и так далее, лучше избрать справедливого, умного, работящего человека, чем по клану какого-то там своего, который будет, бюджета не хватит никакого, как бы всем раздать. Получается? По клану, вы сказали, по клану своего, то есть клановое деление в Республике Алтай, по вашему мнению, присутствует. Вы сейчас сказали, что своего. Может быть, это тоже является неким таким фактором, разделяя власть? Или это просто такая вот традиция родовая? Но от силы немного можно, так сказать. И вот эта клановость, она срабатывает именно на уровне деревни, ну, максимум района, где клан, ну, например, в том же Улагане, там, ну, Саниных много, Куюковых много. Ну, это хорошие люди в основном, вы не обижайтесь на меня. Но когда какие-то вопросы там решаются, ну, поневоле там за своего голосуют. А я считаю, что чем как бы шире масштаб на уровне, если республики это поднять, то, извините, у нас республиканского клана вообще нету. Единственное, есть как бы те люди, которые, их фамилии всем известны, в свое время, как бы пробравшись в верха власти, уж слишком долго там засиделись, и как там сейчас народ наш видит, и даже некоторые умудряются по наследству передать кресло своим детям.
Да вы что, вы про кого говорите? Ну, ну, всем это известно, не будем фамилии Я не могу называть. вспомнить. Ну, это вы знаете, так сказать, просто По это у наследству всех на кому устах. кресло передали? Ну, не то, что по наследству прямо, ну, как бы поспособствовал отец сыну, и он стал сейчас работать министром. Один министр, отец, передал кресло министру сыну. Сыну, да. Понятно. Тогда вопрос в чем у меня заключается? Ну, вы правильно сказали, что должны быть интересы рода, интересы клана, интересы семьи. Это незыблемая вещь. Но должны существовать общенациональные интересы. Вот, да, они на уровне республики, Скажите общенациональные, тогда, да. кто может быть выразителем этих общенациональных интересов алтайского народа? Либо я могу переформулировать. По вашему мнению, кто является на сегодняшний день, сейчас, общенациональным лидером алтайского народа? Но, к сожалению, ну, как бы пример нашего этого джунгарского ханства там и так далее. Мы, алтайцы, недружные люди, между собой перессорились, так сказать, и мы свою, как бы, империю потеряли и все прочее. И вот это дело продолжается. И некоторые историки так и говорят, что это у вас в крови. Что? Как бы между собой как бы выяснять отношения. Ну, например, как положительный пример они приводят линию поведения вот евреев, вот казахи наши, так сказать, не в обиду им, они вот умеют лоббировать как бы свои интересы. Консолидироваться в нужный момент? Да, когда говорят, вот казах, когда родился, и еврей перекрестился, так сказать. Ну, а мы так не можем. И поэтому вот среди нашего народа, вот так сказать, признанного такого единого лидера нету. И вот это как раз результат умной работы, наверное, официальной власти, чтобы у нашего народа вот как раз этого лидера не было. Потому что тогда нами легче управлять. И поэтому так-то вообще выразителем интересов всего народа, я считаю, является именно Курултай алтайского народа. То есть ТРГ, орган управления этим народом. Я не могу сказать, что наш парламент – это выразитель интересов, как бы, что наш парламент – это лидеры, что Кахоев, что это лидер алтайского народа. Нет. Глава Республики Алтай просто черту такую проводит, что если ты хочешь как бы быть в системе этой власти, ты не моги там какое-то участие там принимать. Это как бы табу. Получается, что лидер алтайского народа законный – это вы? Но это громко сказано. Я стараюсь аккумулировать, собрать, так сказать, и руководить вот этим общественным органом, то есть ТРГ, куда входят 43 человека. Ну, если я правильно понял, то спикер парламента Артур Кахоев, который еще и возглавляет Единую Россию в Республике Алтай, он алтаец этнический, он не является лидером алтайского народа. Это вообще нормальная история. Вроде бы избираемая должность, вроде бы алтаец, но принадлежность к партии Единая Россия, она не дает вам назвать его лидером алтайского народа или что-то другое? Но я считаю, что вот вы все время говорите о лидере алтайского народа. Это такое звание, что ли, как вы его, как бы, ну вообще от слова лидер. Это должно быть именно признано народом, понимаете? И то, что кто-то занимает какой-то государственный пост, это не означает, что он лидер, так сказать. Именно многие, вот у нас национальная республика, ну вот пока вот это паритет этот, который устно обговорен, соблюдается. Если глава республики русский, то председатель госсобрания Курултая, то алтаец. И наоборот. Там и так далее. И поэтому и по такому же принципу, как бы, чтобы все народы были представлены у нас, что в госсобрании, что в правительстве,
некоторые должности в правительстве, в госсобрании, в комитетах, ну, как бы пропорционально раздаются. И вот почему я говорил, некоторые министры там и все прочее туда попадают не из-за того, что они прямо выдающиеся организаторы или лидеры, а из-за того, что они представители в данном случае коренного народа алтайцев. И вот что обидно, вот наши земляки, занимая эти места, руководящие именно как бы по условной квоте своего народа, почему-то интересы своего народа прямо забывают, как только сядут в эти места, понимаете? Поэтому вот этот ваш вопрос провокационный, не является ли Кахоев лидером, да, ну мы считаем, Артур Павлович пусть не обижается, он не лидер нашего народа, мы считаем, что мы и не нуждаемся пока на таком лидере, мы коллегиально, совместно на Курултае будем ставить свои вопросы и свои вопросы решать, так сказать. Первый среди равных, вот такая вот формулировка больше подходит в вашем случае. А в моем случае это даже я к себе вот это первый среди равных, даже то и это не отношу. Ну и вот в последнее время народ все чаще в социальных сетях начал спрашивать, где Елбашче, где Дөстүргө, почему наши вопросы не решаются, почему вот в вопросах выделения бесконтрольного земель и все прочее, почему молчит Дөстүргө. Но я в самом начале говорил, что все эти вопросы решает официальная власть. Мы как общественники можем посоветовать, ну, может быть, проконтролировать там и так далее. А вот к своим землякам, пользуясь случаем, я обращаюсь, что когда во время каждой выборной кампании мы к ним обращались, что сами идите в депутаты села, там конкуренции очень мало, там даже в иных селах не находится вообще людей, кого-то как бы избрать делегатом сельского поселения. Но районного уровня туда не идут. А теперь вот эти активисты все объединились в какие-то социальные чаты, в WhatsApp там и так далее, и там понужают там и все прочее. Но я им всем говорю, а вот я вас призывал, я во многих чатах состою, что идите во власть, в депутаты идите. Ну и вот, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, что вот если вот в этом году осенние выборы депутатов Госсобрания Курултай, главы Республики Алтай, Дөстүргө, но мы все-таки надеемся на свой народ, что когда-нибудь наш народ проснется, и мы опять примем решение, по каким округам кого поддерживать, за кого голосовать. И мы опять надеемся на вас же, на своих земляков, что мы должны принять именно правильные, справедливые решения. Независимо там от национальности, там еще от кого. В принципе, у нас республика маленькая. Мы знаем, кто есть кто чем дышит, кто может до конца идти, представлять интересы большинства народа. Вот мы с этим вопросом опять будем обращаться к своим землякам. Прошлые выборы главы региона. Почему не было алтайцев? Ну вот вы эту историю знаете. Ну, во-первых, все знают, что кандидатами на главу нашего региона, да и во многих других регионах, выдвигается только как бы от партий. Это раз. Второе, даже если вот такую площадку человек найдет, или мы найдем, своего представителя выдвигаем, то надо проходить муниципальный фильтр. На прошедших выборах я лично помогал тому же Ефимову Леониду Николаевичу пройти вот этот фильтр. В некоторых районах мне это дело хорошо удалось. Тогда я был секретарем КПРФ, и с коммунистами мы нашли общий язык, помогли хорошо. Ну и по некоторым районам, ну вот, Чемальский, Турачакский, Чойский, там, когда я подъехал
хорошие же депутаты, вроде бы, не вроде бы, на самом деле хорошие люди, но они имеют такую отговорку чиновничью. Вот. Чиновники как обычно подходят, отвечают, когда к ним подходишь. О, еще рано. А потом еще подойдешь, вот где ты вчера был там и так далее. Вот нам отвечали, вот, Василий Дмитриевич, вот вы что-то опоздали, мы подписи все отдали за Хорохордина. Ну и вот из-за этого муниципального фильтра наш кандидат Ефимов не набрал, так сказать, не прошел муниципальный фильтр. Правда, и при этом как бы мы выяснили, что некоторые наши представители яркие сработали как предатели, они, договорившись с некоторыми депутатами районов, потом эти договоренности скрыли, и эти депутаты, которые готовы были подписать, мы о них не знали, но они как бы остались в тени. А после вот этих выборов я всем своим землякам говорю, что это почти что наш последний шанс. Дальше еще хуже, я не представляю, что может быть еще хуже. Я имею в виду не просто там типа быть сытым, а просто чувствовать себя как человеком. Просто не какой-то тварью, дрожащей, так сказать, чтобы чувствовать себя человеком, тем более у себя на родине, чтобы как-то и разговаривать, и уважать друг друга, вот так в конце концов. А то уже и себя перестаешь уважать, что получается, да, и я как активный человек, и я виновен в том, что у нас такая ситуация. Самокритично. Нет, это на самом деле так. Скажите, все-таки вот закон, который не позволяет выдвигаться на пост главы Республики Алтай простому человеку, только от партии. Муниципальный фильтр, который не дает представителю коренного этноса даже выдвинуться, не говоря о том, что избраться. Избраться тут будут решать избиратели и система контроля за избирательным процессом общественная. Да. Но, по вашему мнению, для чего такой закон? Ведь это же национальный вопрос, он очень острый и болезненный, и придавливая возможности национального меньшинства выдвинуть своего кандидата, хотя бы просто, чтобы посмотреть, каков будет итог голосования, это же игра с огнем. Или вы так не считаете? Вы правы. Но пока существующая система власти в целом по стране именно заточена под это. Чтобы вот эти все законы принимает большинство наше, Единая Россия. И вот наши претенденты на главу Республики Алтай, кандидаты, они выдвигаются обычно Единой Россией. И когда только объявляется дата, когда могут депутаты муниципальных образований поставить свои подписи, дается команда, и главы районов на перегонки несутся к депутатам, или наоборот, просто они телефон поднимают и говорят: депутаты, цыц ко мне. И все депутаты прибегают, и в очереди встают, и дают свои подписи. Вот именно так заточена власть, так выстроена. А то, что вы говорите, это, да, мы виноваты, народ виноват сам. Но тем не менее, конечно, оправдываясь, можно сказать, что плетью обуха не перешибить. Это федеральные законы. Но это, в конце концов, тоже от нас зависит. Как мы подошли бы к этому вопросу. И, в принципе, если бы мы были едины и держались единым строем, то можно было бы и при этих законах свое представителя выдвигать. Вот что говорить, Республика Алтай – это единственный национальный регион России, где главой республики ставится не человек титульной нации. Понимаете, это просто унижение такое, хотя бы да, вот вы правильно сказали, мы бы выдвинули его, да, дали нам возможность, а потом избиратели своим решением, дали понять, что ваш кандидат не дорос, недостоин этой должности. Мы тогда бы подумали, надо тогда более такого
делового, более такого, ну, такого хорошего избирать. А тут просто не дают даже выдвинуть, обозначиться, что мы тут есть и так далее. Называется Республика Алтай. Вот вы правы. Понятно. Но сейчас-то у вас есть кандидат единый? Или вы будете его еще как-то вот праймерис устраивать? Но мы так-то Праймерис Курултая алтайского народа не планируете устроить? планируем. У нас как бы есть кандидат, как бы одобренный Тюстергу, но мы потом будем собираться, слушать его, потому что я же до этого говорил, что некоторые товарищи, избравшись, совершенно сразу меняются там и так далее. И мы на это заседание Тюстергу не только своего кандидата позовем, но и других кандидатов. Вот, например, на последних выборах мы на заседание Тюстергу расширенное позвали 2 кандидатов на главу Республики Алтай. Ромашкина Виктора Васильевича и Харахордина Олега Леонидовича. Ромашкин к нам пришел, подробно все рассказал, по-алтайски кое-что он пытался сказать там и так далее. В принципе, у него это получается. А Харахордин просто проигнорировал демонстративно, что типа я и без вас все решу. И на самом деле у них все как бы просчитано. Игнорируя грубо нас, ну, может быть, рассчитывая на некоторых там ястребов, может быть, шовинистов там из русского большинства или как. И плюс, учитывая, что Единая Россия, наши же алтайцы, чиновники и так далее, погонят свой народ, так сказать, голосовать за Харахордина, они все прикинув, они решают прагматично, что игнорируем этих, так сказать, и показываем еще раз, что тут решает власть официальная. Мы вот для чего тебя назначали главой района? Чтоб ты обеспечил мою победу. Если типа как бы не те проценты дашь, то уже под вопросом. И все этот посыл сразу они воспринимают и работают, стараются. Вот такая штука была у нас. Их нахождение в должности зависит от результата выборов. Да, это напрямую, так же, как, например, выборы президента России было, как бы губернатора от этого очень зависели. Волновались, наверное. Волновались очень. Скажите, вот я был на нескольких Курултаев алтайского народа, и был на последнем, который был на горе Тугая. Почему мы на горе-то оказались? Ведь холодно было, костер пришлось сжечь. Или это такое место знаковое, что так и запланировано было? Но об этом тоже все знают. Это наша болевая точка, так сказать. Об этом мне не совсем приятно говорить. Но в последнее время, вот именно вот учитывая то, что я до этого сказал, когда наши же советники, наши же министры, под словом «наши» я в данном случае имею из коренного народа, которые сидят рядом с Харахординым, его министрами, советниками там и так далее. Они ему советуют, что да не обращайте на них внимания, давайте лучше придавим, чтобы еще раз покажем, кто тут власть там и так далее. И нам ни помещений не дают для проведения курултаев. И демонстративно нас просто гнобят. Мы, например, проводили курултай в Турачаке, в Кебезене, на стадионе, проводили курултай в Сайдысе на детской площадке, проводили, правда, это районные курултаи были, проводили мы курултай республиканский в Ойбоке на стадионе в Усть-Канском районе, проводили мы курултай перед зданием ДК в Горно-Алтайске, когда буквально даже неожиданно перед носом закрывает перед нами двери, и мы остаемся на улице. То есть власть показывает, и, к сожалению, народ уже как бы некоторые из наших потеряли надежду, что это сломить можно там. Но я считаю, что это можно сломить, все зависит от нас. И вот тот случай, про который вы говорите, мы его запланировали в ресторане «Рим».
договор заключили, предоплату внесли, там, потому что продукты закупать надо и так далее. Перед этим мы в 22 году проводили там, потому что драмтеатр нам не дали. Мы договаривались, обычно проводили их в экономическом техникуме. Вроде бы хозрасчетное предприятие, так сказать, заведение. И когда вот в 22 году мы там договорились, оплату внесли, директор в последний момент мне позвонила и сказала, что ей позвонили с правительства и сказали, что снимут с должности, если она разрешит проведение Курултая в экономическом техникуме. И после этого мы вышли в ресторан «Рыбий», там мы проводили. Там нам сошло с рук, а тут кто-то, что тут доносить, не доносить. Они вовремя узнали, что там мы собираемся, мы туда позвали людей, там. И так совпало, мы ни к чему не приурочивали. И в этот момент прилетел наш герой России, Аргамаков, как раз приземлился. И договорились с его родителями, что он зайдет в ресторан, что мы его просто поприветствуем, поезд привяжем, он дальше уйдет. Мы ни к чему там его не обязываем, просто порадуемся, что среди нашего народа вот тоже герой объявился. И потом, когда нам там закрыли, мы переговорили, где быть-то? Народ-то уже выехал с Усть-Коксы, с Кашагача там и так далее. И мы решили на Тугае соберемся. То есть вы вообще решили не отменять? Не отменять. Все-таки провести да, в тяжелейших условиях. Да, и даже договорились, что и наш герой России туда поднимется. Но, к сожалению, все так заточено, что могут поговорить и с героями даже, понимаете, России. Они тоже оказываются под властью, понимаете, вот что очень прискорбно, понимаете. И это отменили, потом мы пытались даже, и это мы проглотили. Хотели в драмтеатре на концерте ему все-таки там пояс завязать, вот такой красивый пояс специально сшили там. То есть Тюргоя задержалась, тут не уехали домой, чтобы также его там приветить. И там нашептали, что типа лучше с этим Тюргоя, с этим Курултаем не иметь дела. Поэтому мы там оказались. В настоящий момент официально у нас один Курултай или все-таки их несколько? Да, Сергей Владимирович, у нас в настоящее время только один Курултай, который официально зарегистрирован в Минюсте. Мы регулярно туда сдаем свои отчеты, зарегистрированы. Один. То есть такого противодействия, как было до недавнего времени, сейчас нет? Нет, но это противодействие в каком плане? Власть уютно себя чувствовала тогда и чувствует и сейчас, потому что раньше просто была у них такая официальная отмазка, типа, как Бердников говорил, что типа разберитесь между собой, мне без разницы. Он делал вид, что он готов с нами работать. А сейчас власть и не пытается отговариваться, оправдываться. Просто как раньше, так и сейчас нас как будто нету, ни во что не ставят там, и так далее. И это демонстративно показывается нашему народу, что вот вы избрали Курултай, отмахнитесь от него там, и так далее. Все равно этот Курултай ничего не решает. Что есть он, что нет его. И в принципе, по большому счету, власти это удается, потому что мы, согласно всех законов, имеем право такого совещательного голоса. Участвовать там, участвовать тут. И наша власть даже нас туда не допускает, туда не допускает. Нашего даже совещательного голоса они не слышат. Кстати, справедливости ради скажем, что при Бердникове, который там нас и посылал, там и все прочее, я был членом совета при главе Республики Алтай по алтайскому языку. По межнациональным отношениям другой совет был, и есть совет по межконфессиональным организациям. И везде я когда советы проводятся, имел там право голоса, говорил, нравится это Бердникову, не нравится, так сказать, я приглашался. А тут на заседаниях совета по алтайскому языку я 2 раза свои замечания сделал, не лично Харахордину, а именно аппарату, что так, и так далее. Потому что вот эти заседания совета по алтайскому языку, например, превратились в такие какие-то условные отчеты
Министерство культуры, вот сколько они там концертов сделали, там, сколько там как бы артистов там, и там выступлений было. Министерство образования, как они там работают там, и так далее. И на этих отчетах никто не возражает, потому что все сидят с разных ведомств, и в сути этого вопроса, о котором докладывает тоже Министерство образования, мало кто разбирается. А мы вынуждены просто в это дело влазить, и мы более-менее в курсе, потому что мы через своих детей, внуков там, и так далее, мы знаем, как обстоят дела в реальности. И поэтому поневоле, замечания делаешь, предложения делаешь, а это как бы не нравится. И этим как бы они считают, как бы показывается, что они как будто сильно недоработали. Это малюсенькая критика в их адрес прозвучала. И это даже им не нравится. И просто меня исключают из этого совета, но я попытался вот написать, что в чем дело-то. Они говорят, ротация. Ротация коснулась только меня. Остальные сидят там как бы вечно и ничего. Решили начать ротацию с вас. Нормально? Да и закончили на мне. Вы знаете депутатов Государственного собрания? Вот независимая группа слышали что-то? Слышал. А как вы слышали? Что слышали? Фамилию, может, знаете? Фамилии знаю. Там уважаемые люди, так сказать, которых я уважаю. Например, вы сидите, Демина Мария Фоминична, Тулебаев, Осет Заргумаров, там еще кто. Кстати, вот что мне не понравилось, были там независимые депутаты, я радовался, тот же Байталаков. Амуев вышел или не вышел? Вышел. Он тоже был. Амуев тоже был независимым там и так далее. И я своим землякам что хотел сказать, даже для их личных интересов осталось бы досидеть там полгода в группе независимых, что потом на выборах идти. И поверьте, среди народа так-то эти законопослушные, незаконопослушные, просто послушные депутаты Госсобрания, так сказать, они не в чести. Просто тут опять будет, так сказать, административный ресурс включен, когда вся районная администрация, все администрации сел там и так далее, вот именно за этого кандидата будут работать. И, наверное, те, кто вышли с вашей независимой группы, надеются на то, что при осенних выборах они уже пойдут от Единой России, уже с помощью Единой России, наверное. Я, может быть, заблуждаюсь. Война план покажет, цыплят по осени считают. Да. Посмотрим, что будет. Да. От кого пойдут. Вы правы, наверное, так и будет. Ну что, друзья, мы беседовали с Василием Дмитриевичем Кудермековым, элбашче алтайского народа, председатель ТЕС-Торго и человек, который, по сути, возглавляет Курултай, съезд алтайского народа. Я приглашаю любых активных граждан, кому есть что сказать, что спросить, о чем рассказать, на беседу ко мне в нашу студию. Программа называется «Кто здесь власть?». Будем ждать ваших предложений. Пишите, звоните, находите меня. Всем всего хорошего. Спасибо, Василий Дмитриевич. Вам спасибо.